по легенде тренировки у нас была сегодня на республиканском стадионе проведена тренировка по выбросу аммиака из аммиачно-холодильной установки. Соответственно, значит, хочу сразу же, что такого рода тренировки сейчас в постоянное время это актуальное явление. Ну, хочу объяснить почему. Во-первых, силы и средства, которые привлекаются на ликвидацию данной чрезвычайной ситуации, получают большие навыки по вопросам взаимодействия. Руководящий состав, который тут руководит, организационные навыки. Во-вторых, тот персонал, который работает у нас на республиканском стадионе, где произошла авария, да, они тоже действуют по своему алгоритму. У них есть план ликвидации ЧС на данном объекте. Ну и в-третьих, я думаю, что самое главное, населению, которое проживает рядом с этим объектом, не лишний раз напомнить о том, что существует все-таки такая угроза возникновения вот данной чрезвычайной ситуации. И вот сочетание вот этих всех трех позиций, да, создает гарантию на то, что мы готовы к выполнению задач своевременно, выполнять их с минимальными потерями и, соответственно, максимально короткие сроки. На республиканском стадионе у нас находится 260 килограммов аммиака, это аварийно-химическое опасное вещество. Соответственно, зона поражения получается от этого выхлопа аммиака где-то в пределах до 100 метров. То есть, если это можно образно сказать, это вот перекресток улицы, вот получается у нас Первомайская, Коммунистическая. То есть вот как раз и было выставлено оцепление из сотрудников УВД. Нашими пожарными силами и средствами была создана полоса, которая закрывала вот это облако соответствующими стволами, была подана вода, и все мероприятия были выполнены согласно плана. Ваша оценка коллективу, вот, учреждения, администрации? Учреждения, ну, это уже не секрет, что реагирование у нас сейчас достигло такого уровня, что я считаю, оценка положительная, потому что пожарные, это понятно, что они реагируют намного быстрее всех аварийных служб, ну и другие подтягиваются уже, и медицина быстро сработала, все четко, в принципе, у нас было, по легенде, тут погибший человек, да, тут все быстро, аварийно-спасательная бригада приехала, она вынесли, перехватили на скорую помощь, соответственно, все было выполнено, как это ими положено. Хорошо, спецслужбы выполнили свою работу, понятно, хорошо. А именно администрация стадиона, какие действия они предпринимают? Администрация стадиона – это эвакуация, это однозначно эвакуация. То есть они первые люди, которые получают этот сигнал. От них сигнал идет на ЕДДС города и дальше уже по всем оперативным службам. Соответственно, это их первая задача основная – это обеспечить эвакуацию тех людей, которые находятся на данном объекте. Они, у них внештатное аварийно-спасательное формирование, которое вы видели сегодня, от них был выставлен пост, тот, который мониторил вот эту всю ситуацию по химии, по метрологии. И эвакуацию они определили, что ветер у нас направляется в сторону Первомайской, и, соответственно, по легенде, все болельщики матча, которые были эвакуированы в безопасную наветренную зону.